Тело работника добывающей компании обнаружили в общежитии вахтового поселка Накын. Погибший работал электромонтажником-наладчиком управления капитального строительства. Отмечается, что 32-летний работник ранее с жалобами на здоровье к медикам не обращался. Прошел необходимую обсервацию перед заездом на вахту, все тесты на COVID-19 были отрицательными. Медицинский осмотр на протяжении всей вахты фиксировал удовлетворительные показания здоровья. На данный момент проводится расследование, которое ведут органы внутренних дел. Сотрудники компании активно содействуют расследованию. Эксперты выясняют причины смерти. Двое жителей Нюрнбергского района республики были обмануты мошенниками на сумму более миллиона рублей. 36-летний мужчина рассказал, что ему позвонила девушка, которая представилась сотрудником банка и сказала, что кто-то пытается оформить кредит с его личного кабинета. После этого мужчину перенаправили к сотруднице службы безопасности банка. Она сказала, что для отмены оформления кредита нужно зайти в приложение банка и заблокировать его, но при этом она просила не прерывать телефонный разговор. Мужчина ответил, что так не сможет открыть приложение. Тогда она сказала, что сама зайдет в его личный кабинет, а ему нужно будет после звукового сигнала продиктовать коды из СМС-сообщений, что он и сделал. После чего женщина попросила 12 часов не заходить в приложение. Мужчина, поверив ей, открыл его только на следующий день и в личном кабинете обнаружил, что на его имя оформлен кредит на сумму более 600 тысяч рублей. Он позвонил в банк и узнал от специалиста, что мошенники оформили кредит и уже обналичили деньги. Также в полицию обратился 40-летний житель Нерюнгри. Ему позвонила девушка, представившаяся сотрудницей банка. Снова стандартная схема. Назвав его по имени-отчеству, аферистка предупредила, что в отношении него проводятся мошеннические действия. Кто-то пытается оформить на его имя кредит. Затем звонок был переведен на менеджера, который сказал, что сейчас ему позвонит следователь, занимающийся расследованием уголовного дела по факту мошеннических действий. Следователь попросил мужчину выполнять все указания закрепленного за ним менеджера. Потерпевший по просьбе менеджера поехал к банкомату и внес все наличные средства в сумме 470 тысяч рублей на продиктованный аферистом счет. Житель Алданского района из ревности избил знакомого до смерти. По информации прокуратуры Якутии, в марте прошлого года в городе Томмот пьяный подсудимый в квартире во время ссоры, возникшей из чувства ревности, схватил за ствол огнестрельное оружие и нанес ствольной коробкой оружия с демонтированным прикладом не менее 3 ударов в голову потерпевшего, чем причинил ему тяжкий вред здоровью. После избиения подсудимый вызвал бригаду скорой медицинской помощи, однако до приезда врачей потерпевший скончался от полученных ран. По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В Татинском районе арестован мужчина, обвиняемый в убийстве племянника своей супруги. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя села Этыкёль, который подозревается в убийстве. По данным следствия, 23 октября мужчина выпивал с племянником своей супруги. Поводом для застолья стал день рождения женщины. По мере распития спиртного между ними возник конфликт. Поводом стал отказ молодого охотника взять подозреваемого на охоту на медведя. Невозможность договориться достигла такой степени, что племянник вышел из дома, а хозяин, схватив огнестрельное охотничье ружье, выстрелил в его сторону через дверь, попав в грудь. От полученного огнестрельного дробового ранения потерпевший скончался на месте. Подозреваемый был задержан, а позже по ходатайству следователя помещен под стражу на время следствия. Мужчина погиб в результате ДТП в Ленске. Двоих пострадавших госпитализировали в районную больницу. Авария произошла в районе улицы Победы, 69. Предварительно установлено, что водитель 1998 года рождения, управляя машиной Toyota Land Cruiser 105, не справился с управлением и наехал на теплосеть, сообщили в ЕДДС Ленского района. В момент ДТП в салоне машины находились водитель и 2 пассажира. Один из пассажиров получил повреждения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Водителя и второго пассажира госпитализировали в Ленскую ЦРБ. У владельца машины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом правого бедра таза, множественные ушибы и ссадины. Пассажир автомобиля получил внутричерепную травму головы и ушиб грудной клетки. Сейчас мужчины находятся в реанимации. Медосвидетельствование не проводилось, так как пострадавшие в бессознательном состоянии. По подозрению в коррупционном преступлении задержан начальник службы таможенного контроля Московской таможни. По данным следствия, в октябре он получил взятку в 500 тысяч рублей от представителей торговой компании. За это он пообещал ускорить процедуру допуска представителей коммерческой организации к товарам, изъятым во время проводимой ими проверки. На данный момент проводится следствие. Не успели Филиппины оправиться от тропического шторма Саудель, как тайфун Малави, скорость ветра при котором достигла 42 метров в секунду, вызвал масштабное наводнение на главном острове страны Лусоне. Власти выпустили приказ о принудительной эвакуации десятков тысяч человек. Сообщение о жертвах пока не поступало, но 12 рыбаков, находившихся в море, не вернулись домой в провинцию Катандуанес.
В регионе Калабарсан введен временный запрет на морские перевозки. По прогнозам синоптиков, после пересечения филиппинского архипелага циклон к вечеру вторника может набрать силу над Южно-Китайским морем. Он, как ожидают метеорологи, направится во Вьетнам, где премьер-министр Нгуэн Суан Фук издал распоряжение о срочной подготовке к удару стихии. Правительство в Ханое считает нужным эвакуировать почти 1 300 000 человек. С начала октября от оползней и наводнений в стране погибли уже по меньшей мере 130 жителей. Малави – 17-й тайфун, обрушившийся на регион в этом году.